Видела Дашку? Машет она тебе ручкой? Да? Наталья с младшей дочкой нередко приходит к окнам квартиры, где прежде был ее детский дом семейного типа. Женщину уволили с формулировкой «ненадлежащее исполнение обязанностей». У приемных детей Натальи теперь новые мама и папа. Для моей младшей дочери это был, в принципе, единственный родной дом. Она до сих пор толком, наверное, не осознала. Она все ждет, когда мы вернемся. Сейчас Наталья с мужем и их родные дети вернулись в собственную квартиру. На память она взяла фото своих воспитанников, 12 детей за все годы работы мамой. Чаще всех Наталья вспоминает Гошу. Пыталась усыновить его, но не успела. Малыша забрали. Для него, когда он лишился семьи, это был жутчайший удар. Не столько для меня, сколько для него и для моей младшей дочери. Наталья пыталась вернуть право на опеку над Гошей. Суд принял сторону чиновников Управления образования, спорта и туризма Московского района Минска. Комментировать ситуацию с Натальей чиновники нам отказались. Они так давно Гошу отдали на усыновление в другую семью. Наталья считает, все дело в том, что она не нравилась чиновникам своей активной позиции. Например, добилась от государства выплаты пенсии приемным детям с инвалидностью в детских домах семейного типа. Прежде эти деньги оставались в казне. Нам уже стали говорить, вы на работе, вы должны быть лицом своей организации, вы не имеете права нигде громко говорить о проблемах. Если вас хотят взять какое-то интервью, вы должны с нами посоветоваться. Вновь стать приемной мамой закон Наталья запрещает. Подобных громких историй в белорусском интернете можно найти немало. Приемная мама и юрист Елена Кашина консультируют таких родителей. По ее наблюдениям, детей забирают либо когда в семье есть случаи насилия, либо когда приемные родители чересчур активно отстаивают права. Ну реально, то есть люди же не один год смотрели этих детей. А где сопровождающие лица? То есть у них у всех были ресурсы сохранить эту семью. Но почему-то органы идут сразу на карательные меры. Если раньше социальные родители заботились о воспитанниках до 18 лет, то сейчас изъять ребенка из приемной семьи стало проще. Государство с такими мамами заключает договоры. Могут на год, а могут на 6 месяцев. А потом ребенок может оказаться в очередной новой семье. Нет стабильности, что типа, что ты мне говоришь, что это семья? Это не моя семья, меня туда-сюда бросят, и вообще до меня никому дела нету. Вот и вся государственная забота о детях. Государственная политика защиты прав детей-сирот. Приоритетное направление в этой проблеме – развитие семейных форм их устройства на воспитание. Дети и старики – это приоритет нашего государства не на словах, а на деле. Какие бы ни были причины расформирования семьи, но за казенными отчетами о смене родителей детских слез не рассмотреть. Анна Мызенко, Павел Подобед для программы «Настоящее время» из Минска.